В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. В центральной части республики снегопад продолжался весь день и, судя по всему, будет еще идти. Передвижение по дорогам затруднено. Все службы задействованы в очистке наиболее опасных участков центральной трассы от снега. Продолжение следует, или как столица Абхазии проснулась буквально по колено в снегу. Последний месяц зимы преподнес гражданам Абхазии сюрприз в виде обильного снегопада, который не прекращается с раннего утра. Все коммунальные службы переведены в режим усиленной работы. МВД настоятельно рекомендует владельцам легкового автотранспорта воздержаться от дальних поездок. С 4 утра сотрудники коммунальных служб принялись расчищать дороги. Некоторые деревья вдоль трассы под тяжестью снега упали прямо на проезжую часть. Трасса была буквально усеяна ветками, что значительно затрудняло движение автотранспорта. Однако, по словам начальника коммунального управления столицы Дмитрия Абухба, ситуация находится под контролем и ведутся все необходимые для расчистки дорог мероприятия. С 5 утра все службы работают по расчистке дорог от снега и затем посыпают песком для того, чтобы не возникали аварийные ситуации, чтобы машины могли беспрепятственно передвигаться по городу. Распоряжением президента Рауля Хаджимба возобновил свою работу штаб во главе с премьер-министром по ликвидации последствий снегопада, обрушившегося на страну. Вице-премьер, министр внутренних дел Аслан Кобахия обратился к гражданам республики с призывом быть предельно осторожными на дороге. Мы еще со вчерашней ночи все службы работали, особенно по линии МВД, это управление ГАИ, которое отслеживало ситуацию на трассе. На повышенной готовности работники Автодора, которые, надо сказать, со всей ответственности подошли. У нас можем констатировать, что не было ни одной минуты, чтобы были сделаны выводы из месячной давности. Всю ночь работали, и наша трасса от Ингура до Псо везде контролируется, с высокой проходимостью машины везде проходит. Просьба, конечно, кто не подготовлен к зиме, просьба вообще воздержаться эти дни от поездок, если что-то такое не чрезвычайное. Черноморэнерго, Автодор, управление ГАИ, МЧС, Министерство обороны, все необходимые службы, они находятся на повышенной готовности, и власти будут предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы не получился коллапс. Сотрудники МЧС наряду с остальными структурами также помогают устранять последствия снегопада на улицах столицы. По данным спасательного ведомства страны, пока чрезвычайных происшествий зафиксировано не было. Указом министра сегодня с утра все сотрудники Министерства по чрезвычайной ситуации переведены на усиленный режим. Пока никаких звонков не было, пробки по местам можно устранять. Служба МЧС на данный момент выезжают на места, где падают деревья, пилят, и вместе с коммунальной службой работаем. Ввиду ухудшившихся погодных условий, первое, что вызывает тревогу граждан, это возможное отключение электроэнергии. Пока наша съемочная группа работала в столице, на ЛЭП, идущий от подстанции БЗИП 220 киловатт, на участке протяженностью 15 километров, из-за погодных условий произошел обрыв. Вследствие аварии часть абонентов Сухума осталась без света. Аварийные бригады Черноморэнерго незамедлительно выехали на место для устранения последствий аварии. Очень радует тот факт, что на помощь коммунальным службам приходят и сами горожане. Кто-то своими силами расчищает двор дома или учреждения, а кто-то отряхивает деревья от осевшего на ветках слоя снега. Нам их жалко, мы хотим, чтобы они не сломались, и поэтому вышли спасти их от гибели. Зима не зима без настоящего пушистого снега, столь редкого явления для субтропической Абхазии. Заторы на дорогах, часы без электричества – все это, безусловно, омрачает зимнюю сказку. Но все же, глядя на нашу прекрасную столицу в ослепительно-белом снежном одеянии, понимаю, что у природы нет плохой погоды, и каждая погода – благодать. На Алакове. Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.
По поручению президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барцыц. В оперативный штаб вошли руководители центральных органов управления, МВД, МЧС, Управления транспорта, Абхазавтодор, Черноморэнерго, главы администрации городов и районов. Все службы получили соответствующие указания и приведены в режим постоянного реагирования. В связи с погодными условиями в четверг в школах Абхазии отменены занятия. Также и дошкольные учреждения работать не будут. В школах отсутствовало больше половины детей. В сельских районах дети и вовсе не смогли добраться до школ. В среду детские сады Сухума функционировали в обычном режиме, но уже в пятницу двери учебных заведений откроются вновь. В связи с погодными условиями занятия в общеобразовательных школах отменяются на завтра. Было очень малое количество детей в школах сегодня. В школах где-то были по 10-15 детей всего, даже и того менее. В детских дошкольных учреждениях с утра уже успели завести продукты, дети были накормлены завтраком и обедом. В пятницу мы уже продолжаем в обычном режиме работать. 15 февраля исполнилось 70 лет управляющему Абхазской православной церковью иерею Виссариону Аплия. Его принял президент Рауль Хаджимба и поздравил юбиляра. Глава государства особо отметил заслуги иерея Виссариона в годы Отечественной войны народа Абхазии. Рауль Хаджимба подчеркнул, что возрождение Абхазской православной церкви в послевоенные годы – результат усилий отца Виссариона. Также 15 февраля свой 60-летний юбилей отмечает Владимир Шаманов, генерал российской армии, председатель Комитета Государственной Думы по обороне и большой друг Абхазии. С юбилеем его поздравил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария. В ваших делах и поступках мы видим лучшие традиции старшего поколения офицерского корпуса России. Будучи командующим воздушно-десантными войсками, вы с достоинством и честью выполняли возложенные на вас задачи. За мужество и героизм при исполнении воинского, патриотического и интернационального долга перед Родиной, умение свято хранить воинское братство, вы снискали заслуженную любовь и уважение. Отмечается, в частности, в поздравлении Мираба Кишмария. 15 февраля отмечается еще одна историческая дата. 28 лет назад, в 1989 году, завершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту дружбы границу двух стран. Эта дата отмечается и в Абхазии. Бывшие афганцы, члены Союза воинов-интернационалистов, традиционно в этот день собираются и возлагают цветы к могилам павших воинов. 15 уроженцев Абхазии погибли в период афганской войны. 13 воинов-интернационалистов награждены различными боевыми орденами Советского Союза. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Абхазии на 2017 год с 13 по 15 февраля прошли сборы с командным составом бригад резерва. Отрабатывались вопросы повышения уровня мобилизационной подготовки руководящего состава управлений стрелковых бригад, должностных лиц местных органов власти. На завершающем этапе сборов были проведены занятия о порядке работы штаба с получением боевой задачи. Сегодня мы завершаем трехдневные сборы. В апреле месяце у нас будет уже учение с полком Кварчельским. Затем в октябре месяце тоже будут большие учения. Это уже с первой бригады, это Семчирского района. В одной из групп социальной сети Facebook появилась информация о том, что на днях туристический автобус в Гагре закидали камнями. Об этом написал водитель автобуса. По его словам, в автобусе было 52 человека, дети и взрослые. Инцидент произошел неподалеку от ресторана «Гагрыбш», когда автобус с туристами после экскурсии возвращался обратно в Сочи. Чтобы прояснить ситуацию, мы связались по телефону с начальником УВД Гагрского района Астамуром Хагуш, и вот что он нам сообщил. 13 числа поступило сообщение о том, что повредили автобус. Заявление по факту повреждения какого-то либо чужого имущества нам не поступило.
Мы собрали материал в порядке статьи 144-145, направили в дознание гражданского управления. Проводится в настоящее время проверка. Если даже кто-то найден, по ним тоже проводится проверка. В настоящее время то, что кто-то какие-то повреждения получил, в больницу попал, у нас такой информации нет. Это все не подтверждается. Дополнительно мы сообщим. А сейчас вернемся к основной теме дня – снегопаду. Надолго ли он? С таким вопросом мы обратились в гидрометеослужбу страны. В Абхазию проник северо-западный циклон, который диктует здесь погодные условия. И это вызвало значительное ухудшение погоды. Впрочем, как говорят специалисты, ненадолго. Практически, надо заметить, это характерно для Черноморского побережья Абхазии. Вот вторгшийся антициклон, потом смена антициклона, вызвали значительные осадки в виде снега. Практически охватил всю территорию Абхазии, но преимущественно западная, центральная часть Абхазии. На восток меньшее количество осадков, но за этими холодными воздушными массами идет теплая воздушная масса, которая вызовет активное таяние снегов, и, надеемся, уже сегодня уже будет прекращаться. С завтрашнего дня мы можем сказать, что погода начнет проясняться. С пятницы, субботы, воскресенья, я думаю, что этот снег быстренько растает, потому что, я уже говорил, что теплые воздушные массы вызовут активное таяние. Но при этом надо заметить, что сегодня ночью возможно небольшое похолодание, минус 2-3 градуса. Мы надеемся, что больше мороза не будет. А так тепло, таких существенных вторжений больше мы не видим. Итак, по сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, снег, днем временами мокрый снег с прояснениями. Температура воздуха ночью -1, -3, днем +4-6 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.